Одной из ярких и уникальных страниц в истории Якутии – это воздушная трасса Алсиб. Наш аэропорт Аймекон являлся перегоночной базой в период Великой Отечественной войны. 1 октября 1941 года был подписан первый московский протокол. Согласно этому документу, союзники США и Великобритания обязались поставлять в Советский Союз ежемесячно 400 самолетов. Было открыто 5 пунктов, участков воздушной трассы. Запасной аэродром Аймекон 2 класса. И решение о создании запасного аэродрома, как запасного аэродрома Аймекон, решение было принято в 1942 году в июле, а 11 августа 1942 года уже началось строительство аэропорта. К концу сентября аэропорт принял первый отечественный самолет Г-2, а 9 октября приземлился уже первый американский самолет. Небывало коротко сжатые сроки был построен аэропорт, и это было бы невозможно, если бы не было наличия рабочей силы из числа заключенных ГУЛАГа. Аэропорт Аймекон, он являлся третьим ПАП, то есть перегоночно-авиационный полк на трассе Сеимчан-Якутск. Здесь останавливались самолеты, чтобы заправиться или сделать небольшой ремонт. Этот объект являлся в то время секретным, и из числа аймеконцев здесь, по сведениям краеведа Марии Поликарповны Бояровой, работали 12 человек. В то время в их обязанности входила это охрана военных складов, проверка груза, упаковка багажа и так далее. Им запрещалось выходить за территорию аэропорта, а местным жителям тоже запрещалось приближаться на территорию аэропорта, за исключением, когда их приглашали только помочь на очистке полосы аэропорта. Хочется отметить, что аэропорт Аймекон внес свой особый вклад в дело победы Советского Союза над фашистской Германией. В период Холодной войны до середины 80-х годов в Советском Союзе деятельность воздушной трассы Алсиб умалчивалась. Только в эпоху перестройки эта тема стала раскрываться, и появились первые статьи, а также публикации. И одним из них является сборник «Трасса мужества и добра», автором которой является кандидат исторических наук, почетный гражданин Республики Саха-Якутия Иван Ефимович Негенбля. Кроме этого, наш выпускник Тамторской школы, кандидат биологических наук, краевед, патриот своего родного края Спиридон Спиридонович Слепцов, он создал книгу «Аэропорт. История и судьбы». И эта книга является одной из уникальных книг в истории отечественной историографии, которая рассказывает о воздушной трассе Алсиб и конкретно об аэропорте Аймекон, о строительстве, проектировании и о строителях, и о тех, кто участвовал в деятельности этого аэропорта. В знак увековечения летчикам-перегонщикам здесь, в аэропорту, построен памятник. И вот этот памятник здесь, он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И здесь написаны имена тех, которые стояли у истоков строительства, и те местные люди, которые внесли свой вклад в запасного аэродрома. По словам очевидцев, аэродром в годы войны принимал около 100 самолетов. Происходили нестандартные ситуации. Например, если случай произошел, когда шасси у самолета не раскрылись, ему в этой нестандартной ситуации рабочие подкатили бочки из-под бензина и построили роликовую подмостку, чтобы самолет не ударился в землю, удар был меньшим. Кроме этого, происходили катастрофы, аварии, конечно. Основными причинами являлись это: на самолет сажали малоопытных молодых летчиков,
И самолеты не были обустроены и не приспособлены к низким температурам. Также малоизученность местности, северные вот эти арктические условия. Самолетам приходилось, как бы это было тяжелым испытанием для летчиков. И вот, например, в 1942 же году, 29 октября, вот здесь в местечке Сопка от Татаева разбился самолет сержанта Шаповалова, а в 1943-м разбился самолет Франца Игнатьевича Биоха. Они похоронены здесь, в Тамторе.